Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. О чем вам нужно и очень важно узнать до понедельника. Вот какую информацию вы должны сейчас получить, чтобы быть готовыми к тем событиям, которые к вам приближаются и начнутся в вашей жизни с понедельника. Загадайте на себя, пусть все скрытое станет явным, а случайности не случайны. Раз вы здесь оказались, вас точно сюда ангелы привели для того, чтобы вам подсказать, либо вас подготовить. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересное кино. А вы знаете, что прямо сейчас идут какие-то разговоры за вашей спиной? Вот хотят вам как навредить, повредить, хотят вам дороги запутать, либо вас куда-то не допустить, не пустить. Это может быть какая-то конкуренция в личной жизни, работа, бизнес, вражда какая-то может быть. Вот какие-то люди прям готовятся нанести удар в спину. Вот к чему готовятся. А вас ангелы буквально призывают молиться. Молиться, защитные молитвы читать и почаще оглядываться по сторонам, особенно за спину смотреть. Потому что удар может прийти именно от тех, от кого вы совершенно не ждете. Люди, которые перед вами танцуют, пляшут, улыбаются, заискивают, подлизывают, которые на словах прям клянутся вам в любви и верности, в надежности своей, на самом деле вот готовят вам какой-то удар. А еще вот скажите, пожалуйста, а что в последнее время происходило? Какие сны вам снились? Как вы себя чувствуете? Мне вот еще идет, что у вас как-то состояние изменилось. Какая-то вот тревога, что ли, у вас идет. Либо какое-то такое странное, мутное чувство. Может, вас подташнивает. Может, у вас вот как-то внутри все как сжимается. Вот у особо чувствительных людей уже заранее сработал этот защитный механизм, да, который вам подсказывает, что будь повнимательнее, будь настороже, что-то затевается, что-то происходит, кто-то чем-то занимается, как будто руки грязные, вот реально грязные, да, в грязных делах ковыряется, и поэтому руки грязные. Вам, знаете, как еще говорят, что будь поаккуратнее, но мы рядом, и мы плохого точно не допустим. Вот берегут вас берегут. И вот еще, знаете, за вами род ваш стоит. Вас очень ваш род ценит и бережет. И это не какие-то бабушки, дедушки, это прям первородители, да, прародители. Вот они стоят за вами, а они люди такие, которые шутить не будут. Ну, они уже не люди, понятное дело, души, да, которые шутить точно не будут. Там прям жесткие люди, жесткие души. И они прям уже за вами стоят. Вот ваш род и ваши ангелы, родные хранители, вот не допустят плохого. Вам еще знаки какие-то будут посланы. Через сны, через каких-то людей, через собственные внутренние ощущения. То, что с вами происходит, это помощь, это ваша внутренняя система безопасности, которая безотказно у вас работает. И если вы будете читать молитвы, защитные молитвы, либо просто молитвы, да, не обязательно там идти в храм, вы можете и дома сами с собой в тишине прочитать от сердца молитву, поверьте, все сработает. У ваших вот этих недоброжелателей рухнет все. И сами они тоже рухнут, с них песок посыпется. Вот прям до такого дойдет. До такого дойдет. Вот. Вам нужно знать, что ваша внутренняя система безопасности, она работает, и она вам подсказывает. Вам нужно знать, что ваши сны, они не пустые, они вам подсказывают, через сны вас пытаются предупредить. И вам нужно знать, что ваш род стоит на вашей страже. Да, они вас защитят. Ну и, конечно же, ангелы тоже защитят.
Вы как-то, знаете, вот как допустили, наверное, эту ситуацию. Слишком вы покладистый человек, слишком добрый, слишком принимающий, слишком отдающий. Человек, который жертвенный, да, вот слово поперек никому не скажете, там терпите, пытаетесь все сгладить, да, вот в этом ваша ошибка, в этом ошибка. Надо быть все-таки человеком, который себя ценит, любит и уважает, и это демонстрировать своему окружению. Как только вы научитесь это делать, вот ни у кого не будет желания вам вредить, либо мешать, либо вас останавливать, либо с вами конкурировать. Ни у кого не будет такого желания. Наоборот, разбегутся, как эти крысы, да, тараканы, гадюки, расползутся. А останутся нормальные люди, которые любят, восхищаются, дружны с вами, ценят вас, да, такие люди останутся. У вас, как сказать, тяжелая рука, очень тяжелая, но вы почему-то это скрываете. А наоборот, надо это показывать, да? Надо подчеркивать, что кто со мной добрый, тот от меня добро увидит. А кто попытается на меня руку поднять, так я эту руку в 3 местах сломаю, да? Будет висеть на кожице. Вот себя так нужно вести, понимаете? В страшное время живем. Люди обозлились, люди обнаглели. Ничего не боятся, ни Бога, ни черта, да? Ни закона, ни правительства, ничего не боятся. Каждый хочет хапнуть, урвать, да, вот такие люди. И, к сожалению, они вас окружают и слишком близко к вам подобрались. Вот, надо быть все-таки построже и не стесняться себя проявлять. Ну вот, да, за вами стоят, а вы, пожалуйста, молитесь. Молитва ваша очень сильная, небесам угодная. И вы на самом-то деле, да, вот если будете молиться от сердца, можете вымолить себе что угодно. Не только защиту, покровительство, помощь, но и, например, какие-то блага. Да. Вот очень многие люди стесняются просить денег, стесняются просить какие-то улучшения. Да. Им кажется, что ну как же я у Всевышнего попрошу деньги, ну это же неправильно, это же кощунство. На самом деле, ну, глупость, да. Всевышний создатель всего, поэтому и попросить у него можно все, чего душа пожелает. Вот стесняться этого не надо, это нормально, это естественно. А у вас сильный голос, и я не говорю про громкость голоса, я говорю про состояние души, про умение быть услышанным небесами, да, вас небеса точно слышат. Так, еще у кого-то ссора произошла, причем ссора сглазили ваши отношения. Однозначно, это сглаз. Отношения сглазили, и из-за этого произошла ссора. Сглаз не на вас лег, а на того, с кем вы поссорились. Вы сильный человек, вас просто так не пробить. А вот тот, с кем вы поссорились, наверное, как с ума сошел. Да? Либо было такое ощущение, что человек такое несет, что терпеть это невозможно. Либо человек специально как будто бы что-то начал такое делать, что вы не стали терпеть. И ну вот мне идет, что сглаз. Счастье любит тишину. И неважно, это личное счастье, либо это дружеские отношения, это рабочий процесс, это семейное что-то. Да? Просто не показывайте. Вот паразиты какие-то грязные, присмыкающиеся, да, рядом с вами, у которых прям слюна течет, когда они что-то хорошее видят, завидуют очень сильно. А в вашем случае женщина сглазила. Женщина либо разведенка, либо вдова. Женщина, которая несчастливой никогда не была, да, в жизни вот не было у нее и лучика счастья. Вот поэтому она и на всех так смотрит, да, как кобра. Кобра смотрит и готова на любого кинуться, ядом отравить. На вас сглаз не лег, но на того, с кем вы поругались, на ту, с кем вы поругались, сглаз лег. Сглаз можно снимать, можно ничего не делать, оно и само уйдет. Тем более сглазили вас на убывающую луну, сейчас у нас новолуние, то есть скоро все еще и само может восстановиться. Главное, не противьтесь. Знаете, что это какое-то вот как мора, воздействие. Это некая негативная энергия, которая глаза и мозг застилает. Да? Она уходит, да, уходит, отпускайте ее, пусть уходит. А вы, пожалуйста, миритесь, договаривайтесь и знаете, что между друг другом у вас на самом деле проблем нет. Это просто из-за сглаза такое произошло. Так, еще. Здесь вот показывают какой-то огонь, дым, пожар, что ли. Так, я понимаю, что это общая отсыпка. Возможно, это костер, возможно, это пожар, возможно, это дым, как выбросы, да, вот
с какого-то предприятия. Вы знаете, ну прям тяжелый воздух, и в воздухе что-то будет, какие-то там частички, какие-то вредные вещества могут быть. Вы, пожалуйста, вот если вдруг что-то такое произойдет, старайтесь окна закрывать и старайтесь, наверное, вот на улицу выходить, какие-то меры предпринимать, да, чтобы вот не дышать этой гадостью. Потому что люди, у которых проблемы с легкими, с дыхательными путями, да, могут надышаться, а потом, ну, человек заболеет, да, плохо себя чувствовать будет. Вот, то есть можно этого избежать. Это не для всех предсказания, это для тех, у кого, допустим, ну вот в ближайшие несколько дней, вот с понедельник, вторник, среда, четверг, да, какая-то вот ситуация с дымом будет, огнем и дымом. Не дышите этим, принимайте некие меры. Старайтесь без надобности не выходить, закрывайте окна, да, чтобы вот эта гарь, воздух этот отравленный не шел. Ну, как бы это важно. Важно, чтобы не болеть. Вы можете этого избежать, если будете понимать, с чем вы имеете дело. Не доверяйте властям, потому что власти очень часто многое скрывают от людей, чтобы не было паники, чтобы не было недовольных. Ну, вы знаете, как это все делается. Вот как что-то вредное мне идет. Вредное, и на некоторых людей это может очень сильно влиять. Вот, отравлять дыхательные пути. Так, дальше. Вот вы чего-то не ждете, прям совершенно не ждете. Либо вы... Смотрите, ситуация такая, что вы даже туда и не смотрите, откуда новости придут. А новости придут очень хорошие, вам так все понравится. У вас прям, знаете, визг, восторг, и вы в ладоши как-то прям хлопаете от радости. Оттуда новости придут, откуда не ждете. И новостей будет несколько. 2 очень хорошие, а 3 даже что-то в себе несет. Может быть, это как предложение какое-то, либо возможность в чем-то поучаствовать, где-то побывать, где-то себя проявить. И нельзя упускать. Вот, нельзя упускать и нельзя ждать. Да, вы можете сказать: окей, я там с кем-то посоветуюсь, да, потом приму решение. Так не будет работать. Так вы упустите свою возможность, и пока вы будете думать, кто-то другой воспользуется, да, и вам просто места не достанется, либо все возможности расхватают, да, и для вас будет пусто. Как только услышите, как только узнаете, буквально по горячим следам, соглашайтесь, договаривайтесь, идите, участвуйте, подписывайте. Вот как-то так показали. 2 новости, и за новостями приходит вот эта 3-я ситуация, как предложение, либо как возможность. Упускать нельзя ни в коем случае. Ни в коем случае. Потом жалеть будете, локти можете себе кусать. Не надо до такого доводить. Тут прям очень быстро нужно реагировать и очень быстро действовать. Так, еще где-то вот через 3-4 дня появится человек, кого вы давно не видели. Человек придет с какой-то невероятно грустной историей и начнет буквально плакаться у вас на груди, что ой, так плохо, жизнь тяжелая, я такой несчастный, там, убогий, обманутый, там, еще что-то, да, будет рассказывать человек. У человека цель получить ваш ресурс. Ваш ресурс. Ресурс может быть денежный, ресурс может быть эмоциональный, чувствительный. Человек будет врать. Или, знаете, как усугублять то, что на самом деле произошло. Ну, допустим, человек мог в чем-то участвовать нехорошем, и его на этом поймали. А человек придет и скажет: меня подставили, да? Я вообще там ни при чем, меня подставили. У человека, возможно, у самого, либо у самой рыльца в пушку. Но человек будет играть вот эту роль, что и я не я, и шапка не моя, и как это все случилось, ой, я не знаю, все так плохо, я такой несчастный, помогите, спасите, все, там, погибаю, да. Человек играет на эмоциях, на чувствах и на вашей сердечности. Человек знает, что вы очень сердечный человек, что вы очень, скажем так, жалостливый человек, и что вас очень легко вот пробить именно в этом плане. Поэтому эту историю приготовит. Если вдруг, да, вот происходит такая ситуация, просите доказательства. Либо говорите: я сейчас туда пойду,
да, вот там, где тебя обидели, и расспрошу, как все было, и вы увидите, как человек в моменте поменяется в лице, просто вот выпрыгнет, да, из вашей там квартиры, либо места, где вы вместе находитесь, и убежит. Убежит так, что и к телефону не будет подходить, как, знаете, пропадет, как корова языком слезала. Да, вот не надо жалеть, а надо проверять. И еще не давайте собой пользоваться. Вот какая, смотрите, ситуация уже вторая идет, там, где вы даете собой пользоваться. Так нельзя. Вы так далеко не уйдете. Вот вы жалуетесь, что в жизни тяжело. А как должно быть, если вы буквально всем позволяете собой пользоваться? Если вы живете не для себя, но для других людей. А как вам должно приходить? Ну, что должно, по-вашему, происходить? Вам сколько не дай, вы же все раздадите. Вот, высшие силы поэтому и строго смотрят на вас на самом деле в этом плане. Вы для себя, когда последний раз что пользовали? Вы что себе последний раз позволили, да, вот не из обязательной там одежды, еды, а именно вот порадовать себя, какие-то подарочки для себя. Да? Что вы себе позволяли? Ничего не позволяете. Вы для других живете, вы все на других спускаете, даже если это ваши дети, даже если это ваши родители. Вы понимаете, вы неправильный подход, неправильный подход. Высшие силы готовы давать вам, но не готовы давать другим, потому что все нужно заслужить. Вы уже давно себе все заслужили, но если вам дать, то вы потратите на других, да, либо разбазарите на других. Поэтому высшие силы и строги. И кажется, что они вас не замечают. На самом деле любят вас очень сильно. Вам нужно менять свою жизнь и менять отношения в первую очередь к себе. Да, к себе. Вы должны быть у себя самой любимой, либо самым любимым. Балуйте себя, развлекайте себя, радуйте себя. А потом уже на оставшиеся, да, можете порадовать кого-то другого, либо развлечь кого-то другого. Вот это будет правильно. Тогда у вас и деньги будут, и возможности, и здоровье крепкое. И будут приходить нужные люди, нужные возможности, нужные шансы. Тогда и блоков не будет, и меньше вот этой всей ужасной рутины, суеты в вашей жизни будет. Все поменяется, да? Научитесь любить себя. Это сложно, да, сделать, особенно если вы уже привыкли жить по-другому. Но это можно сделать, это нужно сделать. И у вас точно получится. Пусть не сразу, но все равно получится. Так, и еще. Здесь вот какую-то змею показывают. Змея, которая, она крупная, большая, но она не ядовитая. Все, не ядовитая. Бывают же такие змеи, которые не ядовитые. Вот бывают ядовитые, а бывают обычные. Смотрите, эта змея, она обычная, но крупная, да, крупная. Вы не бойтесь эту змею, она, скажем так, она пугает, но она не кусает. Да? Либо люди, видя ее, начинают бояться, хотя до конца сами не понимают, что эта змея, она никого не укусит. Возможно, это какая-то женщина, которая такая прям строгая, может, высокого роста, корпулентная. И вот ее как-то люди стороной обходят, потому что считают, что она, ох ты, змея еще там. А на самом деле она вполне себе нормальный, адекватный человек, ее не нужно бояться. И если с ней начать общаться, вы поймете, что она прекрасна на самом деле, да, мудрый человек, знающий человек, профессиональный человек. А вот да, репутация не очень. Вот про эту женщину говорят, что стоит с ней общаться и стоит с ней дела иметь. И это та змея, которая не укусит. Точно не укусит. А конкретно почему змея? Потому что она очень мудрый человек. Да? Вы знаете, змеи не холоднокровные и очень мудрые. Вообще на Востоке змея — это символ мудрости и почему-то красоты. Там у них даже комплименты есть. Вы как змея, да, это типа ты умная и красивая. Знаю, почему красиво, потому что они сбрасывают кожу, типа омолаживаются. Все моложе и моложе, да, выглядит. Вот. Так что не бойтесь. Не все змеи кусаются, и не все ядовитые, и не все противные. Но вот женщина, она на самом деле хорошая. С ней стоит иметь дела, точно не подведет. И еще вам обязательно нужно узнать про то, что задуманное вами обречено на успех. Это точно будет. Может быть, не в те сроки, которые вы загадали. Да, высшие силы могут внести свои корректировки. Сама судьба может откорректировать ваши сроки. Но то, что вы задумали, то, о чем вы думаете, мечтаете, представляете, чего хотите,
этому суждено исполниться. Причем очень успешно, да, обречено на успех. Единственное, что до самого вот последнего этого дедлайна будет казаться, что у меня ничего не получается. Не опускай руки, да, иди. Иди, вот даже если все плохо, даже если погас весь свет, ты все равно иди. Ты дойдешь туда, куда надо, и получишь то, о чем мечтаешь. Вот именно так вам показывают. Возможно, кстати, это ваше испытание, да, на прочность, как вы умеете в кризисных ситуациях держаться на плаву, либо насколько вы уступчивый человек, либо насколько вы готовы сдаться, да, опустить руки. Возможно, это испытание. А возможно, просто вы запланировали один срок, а по судьбе вам идет, что исполнится в другой срок. Такое тоже может быть, да, вы опережаете события. Вы, понятно, любой человек хочет побыстрее, пораньше, а у судьбы там другие виды, другие планы. Поэтому иди до конца. Иди до конца, даже если ничего не получается, там, не выходит, все равно иди до конца, дойдешь и получишь. Вы просто обречены на это, да, получить то, что вы загадали, заказали, либо то, о чем мечтаете. Так, про работу кого-то хотят предупредить, что вам на работе нужно очень четко работать и так, чтобы почему-то начальник видел, да, либо какие-то коллеги видели, чтобы были свидетели тому, что вы делаете и как вы делаете. То есть, возможно, это вам как-то пригодится, либо это еще для чего-то нужно. Ну, то есть как-то работать, чтобы все видели, либо говорите, что вы делаете, за что вы беретесь, чем вы занимаетесь, да, чтобы люди были в курсе. И еще почему-то мне идет, что на работе за вами могут наблюдать, и наблюдать с какими-то не очень хорошими мыслями. То есть как не наблюдать, наверное, подозревать. Да, подозревать, вот кто-то делает ошибки, но непонятно кто, но могут подумать на вас, потому что вы, возможно, как-то скромно работаете, либо тихо работаете, и люди могут не видеть, что вы делаете по-настоящему. То есть если вы идете кому-то помогать, либо решаете какой-то сложный вопрос, вы об этом говорите. Вы привлекаете зрителей, привлекаете участников, да, пусть все знают, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Это важно. И еще, возможно, у кого-то на работе будут серьезные перемены. Не сейчас, чуть позже, наверное, где-то осенью. И вам нужно как бы наработать эту репутацию, либо наработать какой-то бэкграунд, да, что вот я и то могу, и это могу, и чтобы люди об этом знали. Потому что когда будут там принимать все высокие чины решения, там руководители, топ-менеджеры, чтобы про вас как можно больше людей знали. Знали о вас, о том, что вы делаете, на что вы способны, насколько вы работоспособны, насколько вы профессиональны, да, вот, чтобы люди об этом знали. То есть не скромничать, да, ни в коем случае не скромничать, а наоборот, прям афишировать, что делаете, как делаете, кому помогаете, что знаете, какие вопросы решаете, на что способны, что не боитесь работать, что можете там в какой-то ситуации там, стресса решать серьезные проблемы, причем 2 штуки сразу, да, в моменте. Вот это очень важно. Работайте на свой имидж. Вот, работайте на имидж. И чем больше вы на виду, тем лучше для вас. Вот. Скромность, ну, вообще вам не к лицу, она вам только лишь мешает. Да? Будьте яркими людьми. Может, вам даже что-то поярче одевать на себя, что привлекает взгляды, да, чтобы люди на вас почаще смотрели и видели, что вы делаете. Но это такой вот кому-то советик, кто любит темные тона, там темный, черный, коричневый, темно-коричневый, там темно-серый, да, вот поярче одевайте. Ну, по какие-то аксессуары используйте, которые привлекают внимание. Так, еще здесь вот женщина надумала с мужчиной, что ли, прощаться, то ли разрывать отношения, то ли как-то его удалить из своей жизни, стереть. Но я так скажу, мужчина не согласится, и высшие силы тоже против. Может, мужчина не подарок, не сказочный принц, но этот мужчина еще не все как проявил, да. И еще идет какая-то ситуация, где этот мужчина как первая скрипка играет. Либо он всю ситуацию вынесет на своих плечах. То
То есть вы всегда успеете с ним разорвать отношения, либо там развестись, разойтись, но пока не парите горячку, пока вам этот мужчина еще очень-очень пригодится. И то, что сейчас отношения ухудшились, но опять же, это не диагноз, это скорее какая-то притирка и борьба характеров. Тут и у мужчины такой вот брутальный характер, ну и вы тоже не сахарок-то на самом деле. Ну, объективно, девочки, не сахарок, честно. Иногда такой перчик покажете, да, аж этот, как каенский, да, в глазах там все плывет, и из ушей пар идет. Вы можете быть такой, да. Ну, вы не всегда такая, но при определенных условиях вы такой бываете. Ну, бывает, да, ссоры бывают, это нормально, и мысли, конечно, тоже разные в голову приходят. А вот вы мне скажите, а кто идеальный? Вот вы знаете идеальных мужчин? Вот, что прям идеальный во всем. Так же, как идеальные женщины. Ну, может, женщины идеальные бывают, а вот мужчины навряд ли. Извините, мужчины, если кто смотрит, но вот все-таки, да, очень сложно найти идеального мужчину, и чтобы он прям во всех отношениях прям лицо, образец. Ну, может, папа ваш таким был. Но опять же, вы же не знаете, что там на самом деле у них папы, мамы было, да, что мама от вас скрывает. Вот. Это как ребенку вам может казаться, что папа идеальный, или потом дедушка идеальный. Но по факту-то вы не стоите все до конца. Ну вот мне идет, что он будет играть первую скрипку, и на своих плечах он вынесет ситуацию и вас еще сверху посадит. То есть пригодится от и до. Да? Либо сыграет свою роль прям как супергерой. Да? Главный герой будет. А ваша роль получается, что прекрасной возлюбленной, которую спасают, либо, ну, как героиня, да, а он главный герой. Знаете, какой-то боевичок, где там этот мужчина, он там всех врагов победил, да, все порешал, всего добился и любимую женщину спас. Вот какая-то такая ситуация идет. Не сейчас, попозже это все будет происходить, поэтому не стоит с ним пока. Простите его, извините, что ли, дайте ему еще один шанс, и вы точно не пожалеете. Так, еще с левой стороны какое-то приглашение может к вам прийти. Тут мужчина и женщина вас куда-то будут звать, что-то вместе делать. Вместе, да. Это может быть и праздничное мероприятие, это может и какая-то поездка быть, может еще что-то. Вы знаете, они-то люди хорошие, да, против них ничего не могу сказать, но этим людям в последнее время очень не везет по жизни. Они как будто бы в черной полосе, либо, ну, что-то, может, и негативное у них там происходит. Ну, они не тема моей отсыпки, да, поэтому я не буду туда лезть. Единственное, что вот вас хотят предупредить, что лучше с ними никуда не ездить, особенно на личном транспорте. То есть, ну, понятно, что, да, у кого-то из них автомобиль, они там скажут, давай поедем на нашей машине, мы тебя там отвезем, привезем, лучше не надо. Вот до конца месяца лучше воздержитесь. Будут звать, приглашать, там, за руки тянуть. Придумайте такую прям железобетонную причину, чтобы отказаться. С ними вам ездить не надо. Потому что над ними очень тяжелая энергия висит. Они как в коконе этой энергии находятся. И да, у них неприятности в жизни, они люди хорошие, но вот череда неприятностей — это прям серьезно. Вы же не хотите делить с ними их неприятности, да? Зачем вам это нужно? Лучше, не знаю, пешочком, на общественном транспорте, не знаю, там Uber, такси, как вам будет удобно. Но вот с ними лучше не надо. Вот когда вы с ними вместе в каком-то замкнутом пространстве, как автомобиль, на вас тоже этот негатив распространяется. Несмотря даже на вашу защиту, на вас тоже это все распространяется. Вот зачем? Зачем оно надо? Я не хочу говорить то, что я вижу, но если бы я сказала, вам бы это точно не понравилось. Да, вот что может произойти. Поэтому лучше не надо. У них там может все очиститься, пройдет, либо что-то будут предпринимать, делать. Потом, может, и все хорошо будет, и можно будет вместе с ними куда-то ездить, там, бывать где-то, но сейчас не надо. Они прям очень настойчиво вас зовут, приглашают. Либо к себе домой, либо куда-то вместе поехать. На их транспорте, допустим. Да? Лучше не надо, лучше отказаться. Так, по поводу
отдыха хотят вам сказать, что вы отдохнете, но отдых у вас какой-то будет необычный. Не так, как обычно вы отдыхаете. Ну, вот кто-то на море едет, отдыхает, кто-то на даче, кто-то просто дома сидит и там сериалы смотрит. У вас будет отдых не сейчас, но позже. И он какой-то будет нестандартный, необычный, но самый прекрасный. Вот прям запомнится надолго. И даже если он будет какой-то коротенький, да, не полноценный, там 2 недели, либо какой-то месяц, либо там сколько обычно люди отдыхают. Ну вот у меня был отпуск, можно было взять только лишь 7 дней, да, неделю. Вот, неважно. Он, конечно, будет короче, чем обычно, но он будет настолько полноценный, настолько интересный. Вот отдохнете от и до. И не расстраивайтесь, если вы не можете взять сейчас отпуск, либо уехать в отпуск, либо есть какие-то преграды. Здесь вот есть какой-то умысел судьбы, замысел судьбы. И поверьте, когда придет ваше время, вы по-настоящему отдохнете и оцените то, что для вас судьба сделала. Такой отдых вы никогда не забудете. Вы будете о нем всегда вспоминать с теплом, с радостью и с какими-то невероятными ощущениями. Да? Будете вспоминать, рассказывать, а может быть, постоянно будете так отдыхать. Да, вот прям пристраститесь именно к такому виду отдыха. Будет, у вас отдых точно будет. Может быть, допустим, это будет даже вот поездка куда-то за границу, но не в это время, да, а, допустим, там бархатный сезон, когда начнется, либо это вообще будет какой-то тропический райский остров, где круглый год идеальная погода, и вы, например, вот холодно, там слякотно, а вы куда-нибудь там в тропике, да, отдыхать. У кого-то и такое может быть. Что-то необычное мне идет, непривычное, необычное, нетипичное. Так, и еще про башню про какую-то показывают, и башня внешне выглядит очень крепкой. Такая прям стоит крепкая башня, без окон, без дверей. Но при этом на ней уже появились сколы и трещины на этой башне. То есть башня в один момент, в самый неожиданный момент просто возьмет и рухнет, как будто бы ее и не было. Разлетится просто в труху, либо в песок, либо в пыль. Вот. И все очень сильно удивятся, и вы тоже очень сильно удивитесь. Сейчас башня мешает, не дает ни войти, ни пройти, не обойти, но она рухнет. И рухнет в самый неожиданный момент, и рухнет основательно, так что и следа не останется. Может быть, башни показывают какой-то блок, какой-то запрет, либо даже какой-то человек может быть в виде башни, который всем мешает, но никто с ним ничего сделать не может. Вот прямо рухнет, в труху превратится, в пыль даже, да, пыль мне идет. Вот это произойдет. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.